Я считаю, что наша жизнь – это подарок, данный Аллахом. Я воспринимаю само свое существование как дар. Всевышний Аллах вместе с жизнью дает человеку и испытания. В этот мир никто не приходит без них. Ведь испытания – это неотъемлемая часть жизни. Испытания бывают как в форме добра, так и в форме зла. Некоторые люди радуются, когда у них есть все, и падают духом, когда теряют. Мы созданы слабыми существами. Все мы равны, только возрастом, богатством и другими обстоятельствами можем отличаться друг от друга. Но в этой жизни каждому из нас дано одинаковое количество времени – 24 часа. Никому не дано больше или меньше. По словам некоторых ученых, сейчас даже эти 24 часа стали неточными. Земля начала вращаться вокруг Солнца немного быстрее, и разница составляет примерно 2-3 часа. Говорят, что именно из-за этого участились психологические заболевания у людей. Возможно, в этом есть доля правды. В каком бы времени мы ни жили, мы всегда называем молодежь своего поколения детьми конца света. Так когда-то говорили и про меня, и про тех, кто пришел после нас, тоже будут говорить, потому что все новое, чего мы сами не видели, кажется нам признаком конца света. Наша жизнь состоит из тех самых 24 часов, которые дарованы нам Аллахом. Проходят секунды, минуты, часы, дни, и вместе с ними проходит и наша жизнь. Мы расплачиваемся своей жизнью за все, что делаем, и за хорошее, и за плохое. Но, отдавая свои минуты и дни, мы часто даже не задумываемся об этом. У человека есть сильный враг – шайтан. Он заставляет нас забывать, что жизнь временная. Он обманывает, нашептывая: «У тебя будет завтра. Завтра тоже сможешь. Завтра тоже успеешь. Завтра тоже поживешь». Он говорит: «Ты сейчас молод. Нужно наслаждаться жизнью, веселиться, пока есть время». А когда человек стареет, он шепчет ему другое: «Ну что теперь поделаешь? Уже все прошло, что было, то было», и заставляет его жить воспоминаниями. Так шайтан обманывает человека. Молодость превращает в игру, а старость в бездействие и отчаяние. Но я не из тех, кто хочет так прожить жизнь. Ведь Всевышний Аллах не дал нам жизнь просто так, без смысла. Имам аш-Шафи'и сказал: «Если Аллах создал тебя, значит, ты нужен этому миру. Аллах не создает ничего напрасно. Поэтому каждый, будь то женщина или мужчина, должен помнить: если ты существуешь, значит, ты нужен этому миру. У каждого в этом мире есть свое место и предназначение. И если тебя постигла бедность, болезнь или трудность, никогда не думай, что ты никому не нужен». Аллах создал и тебя, и меня нужными для этого мира. Мы как столбы, поддерживающие этот мир. Каждый держит свой столб, пока не придет время передать его другому. Аллах создал небо без опоры, но, может быть, именно твоя душа и твой дух – это та невидимая опора, что поддерживает этот небесный свод. Итак, братья и сестры, мы никогда не должны проживать эту жизнь напрасно. Жизнь дается лишь один раз, и каждый сам решает, как он ее проведет. Человеку дан разум и рассудок. Именно этим он отличается от животных. У человека есть разум, у животных есть инстинкт. Инстинкт подсказывает животному, что нужно делать. Утром вставать, есть траву, кормить детеныша, дать молоко. Все его существование направлено на удовлетворение нужд тела. Но человек должен задумываться не только о том, чтобы насытиться самому и вырастить своих детей. Он должен спросить себя: что будет со мной после смерти? Зачем я родился? Для чего я живу? Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом: зачем я живу? Вот уже столько лет мы живем, но ради чего все это?
Если человек никогда об этом не задумывается, он ничем не отличается от животного. И, возможно, кто-то сейчас поймет меня неправильно, но это не мои слова. Так сказал всемогущий Аллах в Коране. Они подобны скоту, даже ниже его. Не потому, что они неверующие, а потому, что не размышляют. Аллах наделил человека разумом, чтобы он думал, поэтому человек должен чаще спрашивать себя: зачем я живу? Что я должен делать? Нужно ли мне то, к чему я стремлюсь? Нужны ли тебе богатства в таком количестве? Я знаю многих людей, у которых их очень много. Но они, как и мы, пьют тот же суп и едят ту же пищу. Многие думают: если я разбогатею и смогу позволить себе все, я стану счастливым. Другие мечтают стать красивыми. Но я не видел ни одного хирурга, который смог бы создать идеальное лицо. Всегда останется хоть один недостаток. Аллах совершенный. Он создал и тебя, и меня идеальными. Ученые говорят, даже твоя внешность – это часть твоего удела. Если Аллах пожелал, чтобы ты родился кыргызом, монголоидом, с узкими глазами и большим носом, значит, так было предопределено. Это тоже твой удел. У кыргызов есть прекрасная пословица: Аллах дает облик, а человек сам выбирает, как его носить. То есть Аллах уже все предусмотрел. Поэтому не гордись, если ты богат, и не печалься, если ты беден. Не обижайся на свою внешность, ведь именно так тебя создал Аллах. Говорят, если у человека есть 4 вещи, он достиг величайшего блага. Первое из них – сердце, умеющее благодарить. В этой жизни человек должен задумываться, осмысленно проживать свои дни, а не жить как корова, лошадь или овца, движимые лишь инстинктами. Это и называется иман, вера. И если Аллах даровал тебе понимание, что такое иман, значит, ты уже по-настоящему счастлив. Некоторые говорят: нет, я не читаю намаз, мне это не нужно. Но нужно понять одну вещь. Ты не сам перестал читать намаз, а Аллах не дал тебе возможности читать его. Твой путь уже определен. Если Аллах желает ввести человека в рай, Он облегчает ему дорогу к нему. Если Аллах доволен тобой и хочет направить тебя в рай, Он делает легкими для тебя такие дела, как намаз, зикр, чтение Корана, дауат и другие добрые поступки. Но если, да убережет нас Аллах, Он предопределил кому-то иной исход, то дорога в ад тоже становится легкой. Легко пить алкоголь, легко курить наркотики, легко совершать прелюбодеяние, обманывать, брать проценты, и даже произносить слова неверия становится просто. Однако есть одно удивительное, милостивое чудо. Когда Аллах создал небеса, Он открыл одну дверь и назвал ее дверью покаяния. Эти врата простираются от востока до запада, от севера до юга, и они все еще открыты. Всевышний Аллах сказал: «Клянусь своим величием, если кто-либо из моих рабов, даже пребывая в неверии, придет ко мне с раскаянием, эти врата будут открыты для него». Это врата покаяния, врата прощения. Но, к сожалению, многие не хотят этого слышать. Ведь жизнь наша коротка. Подумай, зачем мы живем? Если смысл жизни только в том, чтобы иметь детей, продолжать род, увеличивать число кыргызов, то что тогда с теми, кому Аллах не дал детей? Разве их жизнь лишена смысла? Что тогда поделать им, если Аллах не дал детей? Значит, наша главная цель – прожить жизнь правильно и предстать перед великим и всемогущим Аллахом
с чистым сердцем. Я хочу вам донести, что в жизни у каждого человека бывают испытания. Если испытаний нет, жизнь теряет вкус и смысл. В одной старинной книге есть удивительные слова. Один праведник сказал: если в жизнь человека каждый день не приходят испытания, значит, в его жизни нет настоящего удовольствия. Оказывается, если человека не испытывают трудности, он не развивается, не созревает как личность. Жизнь без испытаний, как еда без соли. И там же сказано: если человек способен вынести испытания, которые Аллах посылает ему, он стал настоящим человеком. А если он умеет с достоинством принять и радость и благополучие, он тоже стал человеком. Поэтому, когда приходят трудности, не стоит падать духом. Важно помнить, все в этом мире имеет конец. И добро, и зло, и счастье, и горе. Если Аллах пожелает, Он завершит это уже в этом мире. А если захочет, оставит воздаяние на судный день. Поэтому давайте, если мы на кого-то обижены, простим. Если муж и жена ссорятся, если они уже на грани развода, если перестали любить друг друга, задумаемся. Да, может быть, вы больше не чувствуете той любви, не нравитесь друг другу. Но ведь у вас есть дети, которые появились из вашей прежней любви. 3, 4, 5. Подумайте о них. Ведь Аллах даровал вам этих детей, когда между вами была любовь. Значит, не нужно поддаваться своим страстям и говорить: «Я больше тебя не люблю. Я полюбил или полюбила другого, другую». Лучше попробуйте простить друг друга и постарайтесь сохранить добро в себе. Если ты в ссоре со своим братом или сестрой, помирись. Родной брат, он один, другого не будет. Принимай его таким, какой он есть, и с плохими сторонами, и с хорошими. Прости и живи в мире, поддерживай отношения с роднёй. Если Аллах даровал тебе богатство, знай, Он дал его не просто так. Научись использовать свое имущество во благо. Пусть твои дела с этим богатством ждут тебя впереди, в вечной жизни, как сады, полные яблок и груш. Пусть это добро встретит тебя в твоей могиле, где взору не будет конца. Если Аллах дал тебе силу, не используй ее во зло. Не бей, не угрожай, не занимайся грабежом и не хвались, будто ты сильный или опасный. Прекрати это сегодня. Аллах дал тебе силу для других целей. Если чувствуешь мощь в себе, иди и защищай границы Баткена, защищай Родину. Если Аллах дал тебе разум, не ставь себя выше других. Используй свой ум на благо страны и людей, направь его на добрые дела. Кому-то Аллах дарует счастье, одному дает жену, другому мужа. Если пожелает, даст, если не пожелает, не даст. Если Он не дал тебе этого, не надо рушить чужую семью, не надо разрушать чужую семью. Если ты незамужняя женщина, не отнимай у кого-то мужа, оставь их семью в покое. Если к тебе придет семейный мужчина, скажи ему: нет, это нельзя. Скажи ему: у тебя своя жизнь, не живи запретной жизнью. У всех у нас есть свои страсти, но у тебя есть семья, мне это не нужно. Если разрушится одна семья, это как будто рушится целое государство. Будучи мужчиной, не разрушай семью замужней женщины. Цени и будь благодарен своей верной жене. Значит, правильно используй то, что дал тебе Аллах. Жизнь проходит так быстро, что можно не успеть даже пожалеть о содеянном. Есть ангел Аллаха по имени Азраиль. Если он заберет твою душу в момент, когда ты совершаешь грех, твое положение будет очень тяжелым. Поэтому давайте правильно использовать свою жизнь, не тратить ее впустую.
Думайте так. У меня есть такие возможности. Как я могу использовать их правильно? Вот 3 признака глупца. Первое. Он всегда считает, что прав только он сам. Только глупец утверждает, что прав, не посоветовавшись ни с кем. Избавимся от глупости. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел для того, чтобы сделать нас счастливыми, чтобы мы были счастливы. Чтобы мы были счастливы, Аллах даровал нам ислам, и для нашего счастья был ниспослан Коран. Будем стараться исправляться, потому что этот мир не наш дом. Мы пришли из другого места, и наш настоящий дом – это рай, иншаллах. Наша цель в этой жизни – вернуться в наш дом, туда, где все чисто, где нет ненависти, злобы, мести. Это место чистоты, до величия которого мой разум не может дотянуться. Дома там огромные, просторные, высокие. Я не могу даже представить их величие. Плоды в райских садах не падают и не гниют. Они всегда свежие и чистые. Там скатерти никогда не заканчиваются. Люди не ходят в туалет, не стареют и не болеют. Там не бывает проблем. В раю нет служения и поклонения. Там есть только блага, которые наш Создатель, Аллах, приготовил для нас. Реки там не иссякают, озера не мутнеют, цвет деревьев не увядает. В раю нет солнца, но всегда светло. Там нет времени, ни смерти. И даже если люди будут путешествовать по раю вечно, они не смогут обойти его полностью. Настолько он обширен, что я представить себе этого не могу. Чистота воздуха, вкус воды – все это невозможно описать разумом. Мы пришли оттуда, братья и сестры мои, и нам нужно туда вернуться. Каждый мулла, проповедник или друг, который призывает тебя к намазу и добру, он зовет тебя в рай. А шайтан зовет в вечный огонь, где будут и люди, и джинны. Огонь там не просто горит, он охватывает, обволакивает собой полностью. Поэтому наша цель – попасть только в рай, иншаллах.